А вот сейчас я дождался того самого момента, когда могу объявить, пригласить на сцену и поприветствовать моего друга и друга Мусы Гишаева, нашего дорогого гостя, который столько радости сегодня в такой замечательный день дал. Одно выступление старейшин стоит половины вечера. Я хотел бы, чтобы на эту сцену поднялся президент Ингушетии Мурат Магомедович Зязиков. Хамсар Вежери Ижери. Дорогие друзья, мы с вами можем говорить, что этот великолепный вечер уже состоялся. Это не просто история. Мы сегодня с вами видим творчество. Мы сегодня видим вместе с вами единый порыв. Мы сегодня видим часть российской кавказской цивилизации. Мы с вами видим сегодня лучшие традиции, которые есть у вайнахского народа, у чеченского народа, у ингушского народа. Наш народ, который испытал, наверное, все, что можно испытать на свете. И я очень благодарен Мусе, то, что он очень красиво, исторически верно, мужественно подает образы тех людей, которыми мы сегодня можем гордиться. Мы с вами дети одной великой Родины, и чувство общенациональной гордости для нас шире и глубже естественных национальных чувств, очерченных какой-то одной национальностью, чеченской, ингушской. И мы сегодня все равно хочется сказать, что мы благодарим Всевышнего, что мы россияне, что мы вайнахи, и мы всех уважаем. Но мы благодарим Его, что на свет Божий мы именно вайнахами родились. И один из великих вайнахов стоит перед вами. Вы знаете, есть действительно очень много произведений, которые читаешь и даже не будучи сентиментальным человеком, ты просто гордишься тем, что это написал твой соплеменник. И вот я себя счастливым считаю и гордым тем, что я могу его называть братом. Я им горжусь. Поэтому, Муса, долгих-долгих лет тебе жизни, долгих-долгих лет творческих тебе. Удача, она пусть будет всегда тебе сопутствует. Честно говоря, я богат современный русский язык. Мне кажется, я и 100-ю часть того, что хотел сказать, не сказал. К нам приезжают гости, мы обязательно им дарим бурку, обязательно шашку, кинжал. Мы уже всю Россию снабдили этим оружием. А Муса дарит книги. Муса говорит о нашей истории. Трагической порой, самобытной. И это самый большой подарок. О знаменитых ингушах, когда мне сказали, чеченец написал. Я говорю, напишите вы о знаменитых чеченцах. Учитывая то, что он написал о знаменитых чеченцах, о знаменитых ингушах, я думаю, что не все время будем его хвалить. Давайте, с вашего согласия, мы ему дадим поручение, чтобы он в ближайшее время написал и выдал нам вайнахскую энциклопедию, чтобы там были все. И я
недавно встречался с журналистами с 26 стран мира. Я говорю, ну вот у них, они приехали с образом чеченского, ингушского народа, который умеет только воевать, который в экстремале. Я говорю, вот наш народ, он очень самобытный, очень добрый, очень трудолюбивый. И вот образец, он стоит перед вами. Доброты и человеколюбия. Я хотел бы предоставить слово народному артисту Ингушетии, нашему войнаху Володе Березину. Указ о награждении орденом за заслуги Гишаева, за большие заслуги перед народом Республики Ингушетия и добросовестный труд наградить орденом за заслуги Гишаева Мусу Баутиновича, члена Союза писателей России, писателя, публициста, президент Республики Ингушетия Мурат Зязиков. Он подписал, я зачитал, президент вручает. Я что то болел, дам лягу, блядь. Barkal deriz kulşun. Sonra her dok soğuktu. No her dok soğuktu sondalar. Sonra dislordat. Sonra vay odu o takvaç sakvaç. Sonra kwaç hakatçı. Hins kwaç yazık soğuk. Сасат ахсах дальше. Хардирадол 10 сентября Текочду. С 10 сентября день рождения Мурат Магомедович. Шундел хар декелвяш Мурат Магомедович хар гинадац хар сорт Германия дайтен довай Юшаев Замир Диллин сорт сорт хасхет Мурат Магомедович сорт да декелвяш. И еще, хар yok sürprizi Murad Magomedovich, har Tsungina Yats, har album İtalya yeniyor, har Sisar hayaniyor, as sayga diye soğuktu Murad Magomedovich, har şamı var kazı hokti akışın. Har geç orduşun har album çok hazin albumyor. Murad hadal dekil vel har سسوق دخون سسوق كوتش تايل واللاون هنس غيرهم Я могу сказать лишь одно. Не потому, что сегодня, когда мы празднуем своего рода большой юбилей Мусы Гишаева, одновременно отмечаем день рождения президента Ингушетии. Могу сказать, Мурат Магомедович, пока я на сцене, я вам всегда слово дам столько, сколько хотите. Это, во-первых. Спасибо огромное вам за то, что вы вот один день... Если надеетесь, что я так просто выйду, бесполезно. А я специально тяну, чтобы с вами рядом постоять. Когда это еще, не знаю. Дай Бог, чтобы дни вашего рождения
были такими же счастливыми, как юбилей, который мы сегодня празднуем, юбилей Мусы Кишаева. Дай Бог, чтобы во всех ваших делах вам помогали небеса, и люди тоже не забывали. А мы всегда рядом, потому что рядом с друзьями быть – это долг. Вы сегодня свой долг перед другом, перед Мусой Кишаевым выполнили. И все, кто находится в этом зале, это очень высоко оценили. Президент республики весь день посвятил человеку, который является гордостью вайнахской культуры. Это дорогого стоит. Спасибо. Вы знаете, никогда в жизни, хоть я и представлял многих из сильных мира сего на этой сцене и на другой большой сцене, но имя этого человека, пригласив его на сцену, я еще никогда не произносил. И в такой компании счастлив сказать, один из выдающихся поэтов 20-го столетия и достойнейший сын своего народа, поэт Олжас Сулейменов, который представляет наш братский казахский народ. А вот здесь аплодисменты от всех вайнахов должны быть очень и очень громкими. Дорогой Муса, дорогие вайнахи, я счастлив, что сегодня вот в этом зале приветствовал мысленно, сидя вот рядом с президентом Муратом и рядом со Сламбеком, моими друзьями. Я рад был увидеть, как возрождается вайнахский народ на этой сцене. Сегодня, когда я видел вот эти танцы, я слышал, как старцы пели свои песни, и как народ стоя приветствовал, встречал их и провожал их, я понимал, что вот эта культура, которую сохраняют вот такие старцы и передают следующим поколениям, эта культура бессмертна. И нас уважаемым людям дарят такие халаты. Я, в принципе, против халатного отношения к юбиляру, но в данном случае все-таки не удержусь, и эту традицию надо. Муса, вот так ты настоящий казах. О, это красота. И еще, учитывая, что завтра день рождения президента Ингушетии Мурата Магомедовича, я бы хотел, чтобы вот на этой сцене двое стояли в халатах. Понимаешь? Вот я думаю. Никогда в жизни закон о многоженстве не отменю. Вот.
У русских есть такое не очень приятное выражение «дали по шапке», говорят. Но здесь в этом случае наградить шапкой, это значит еще более превысить свое уважение, показать превыше всего мое уважение. И дорогие друзья, я хочу сказать Алджасу Сулейменову от имени, я думаю, что позволительно, от имени чеченского народа, от имени ингушского народа, от имени многонационального народа и Чечни, и Ингушетии, и России огромное спасибо за то, что именно он первый, я подчеркиваю, не второй, не третий, а именно он первый поднял голос и защитил народы, которые называли репрессированными. Это вот человек, который стоит перед вами, Алджас Сулейменов. Это совесть не только казахского народа, это совесть народов и тогда Советского Союза, и сегодня России. И мы с огромным удовольствием всегда встречаемся и всегда говорим, я не побоюсь этого слова, каждый народ, он великий. Слова искренней благодарности великому казахскому народу. И вот в частности, Алджас Сулейменов. Поэтому я хочу, с вашего позволения, тоже выполнить очень для меня приятную миссию, в знак благодарности от наших народов, вручить высшую награду Ингушетии Алджасу Сулейменову. Дала вей ваша хетер дал берхти дол. Дала одинеш дикам долдош вогам махалду. Ваши таган сен ваши вейдизы диш халду. На веки вечные.